До выборов в Госдуму остается чуть больше месяца. Пока одних кандидатов снимают с выборов и отправляют за решетку, Единая Россия вовсю ведет свою избирательную кампанию. Например, классика. В Чебоксарах под видом городских праздников, которые оплачиваются из бюджета, проходит мероприятие «Яркое лето Чувашии». На них жителей заодно агитируют голосовать за Единую Россию и раздают партийные подарки. А в рамках акции «Шаг к здоровью» врачей, несмотря на их протесты, снимают с работы и отправляют вместе с кандидатами-единороссами измерять людям давление. Тоже те люди, которые так хотят попасть в Госдуму. Зачем им это нужно? Почему партия с самым высоким IT-рейтингом в стране снова рассчитывает на победу? И главное, как мы можем этому помешать? Давайте разбираться. Если тема для вас важна, поддержите видео лайком и расскажите в комментариях, что вы думаете про эти выборы. Сейчас будет минутка духоты, но без нее дальше ничего не понять. Половина депутатов Госдумы избирается по округам. Там все просто. Кто занял первое место, тот и победил. А вторая половина проходит по партийным спискам. И вот здесь начинаются схематозы. Сначала мандаты получают люди из федерального списка. Это самые известные лица партии. У Единой России это министр иностранных дел Лавров, мэр Москвы Собянин, депутатка и жена олигарха Львова Белова, сотрудник России-24 Евгений Подобный и какой-то их слоеный Головин. Ну, конечно, ни Лавров, ни Собянин вообще не собираются становиться депутатами. После выборов они окажутся в мандатов, и тогда очередь дойдет до следующих кандидатов региональных групп. Теперь следите за руками. Региональные группы партия формирует сами. Обычно в один список объединяют сразу несколько регионов. Но в этот раз Чувашия получила отдельную группу. Почему? Раньше нашу республику объединяли со всеми, потому что она давала хороший процент еду. Но 5 лет назад мы дали Единой России бой и проголосовали по стратегии умного голосования. Тут кто помнит? И Чувашия показала худший для власти результат за все время. Поэтому теперь Чувашия в отдельной региональной группе, так сказать, на скамейке отстающих. В региональной группе Чувашии 4 человека. Первый — лидер списка Сергей Артамонов, глава правительства республики. Второй — его заместитель Владимир Степанов. Но не обманывайтесь, этим двоим не нужно в Госдуму. Два самых главных чиновника в республиканском правительстве просто разводят вас, чтобы вы проголосовали за Единую Россию. Также в списке мы видим чувашского олигарха Николая Малова. Вы его знаете по бренду «Яда и молоко». Он его владелец. И последний, а точнее третий, Вячеслав Макаров. Если вы сейчас подумали, кто это вообще такой, не переживайте. Вы не одиноки. Макаров — это политик из Санкт-Петербурга. Это что за покемон? Если вы не петербуржец, его имя и не должно вам ничего говорить. Он избирается от Чувашии, но если поискать в его телеграм-канале слово Чебоксары, Чувашия, Чуваш, то вы не увидите ничего, 0 упоминаний, 0. Он никогда не представлял республику и вообще никак с ней публично не связан. Но чтобы протащить Макарова в Госдуму, представляет это целый руководитель правительства замок. Ну что это за чел с горы такой? Вячеслав Макаров много лет возглавлял Единую Россию в Санкт-Петербурге и считается одним из самых влиятельных политиков города. Его знают как коррупционера и фальсификатора выборов, а его методы управления так и называют «Макаровщина». Команда Ирины Фатьяновой выпускала расследование «Паутина Макарова», где подробно рассказывала, как люди, тесно связанные с ним, оказались в избирательных комиссиях, администрациях, законодательном собрании и даже в счетной палате. И сидел бы Макаров и терял до конца времен. Но в северную столицу из Кремля отправили нового губернатора. Беглову Вячеслав Макаров показался слишком обнаглевшим, и его отправили в Госдуму. Влияние единороссов в городе стало снижаться, и на этих выборах его вообще не стали выдвигать от Петербурга. Впрочем, в Думе Макаров закрепиться успел. Он заместитель председателя фракции Единой России, а в этом году, наверное, планирует стать и председателем. Поэтому он договорился в администрации президента или с Олегом Николаевым, чтобы его выдвинули хотя бы от Чувашии. Мне кажется, это просто позор. От республики много лет избиралась Алена Аршинова. Она тоже не имела никакого отношения к Чувашии. И, как пишут журналисты проекта, просто гражданская жена депутата Руденского. Но она хотя бы к нам приезжала, а Макаров в республике не был никогда. Последний кандидат в группе — Николай Малов.
Это бывший руководитель Единой России в Чувашии, бывший депутат Госдумы и настоящий местный олигарх. Он верный партиец, который всегда голосует за что скажут, но стоит он на самом непроходном месте. Судя по всему, начальники в Кремле считают, что региональный бизнес в Думе просто не нужен. Если хотите большой ролик про Николая Малова, напишите в комментарии. Напомню, что любой информацией можно поделиться со мной через Telegram. Интересно получается, выходит, что весь региональный из Единой России фактически возглавляет политик из Санкт-Петербурга, который с нами просто никак не связан. Это список имени мудного питерского жулика. Вот что это такое? Зачем вообще такая партия? На кой черт они нам нужны? Может быть, хоть в одномандатных округах ситуация получше? Ну, не совсем. В Чувашии всего 2 одномандатных округа – Чебоксарский и Канашский. По Чебоксарскому от Единой России снова идет Алла Салаева. Сейчас она уже не та Пурия, что была раньше. До Госдумы она много лет работала в администрации Чебоксар и запомнила своим жестким давлением на бюджетников. Еще до СВО она выстроила практически военную атмосферу в школах. Именно при ней учебные заведения все сильнее вовлекались в политику. А как это произошло вообще? Ваш путь от жителя района до человека, который тащит стенд. Захотел закрыть норматив по физкультуре. Педагогов заставляли организовывать мероприятия, отчитываться о голосованиях родителей на праймерис и на выборах и участвовать во всех кампаниях партии власти. Согнали народ как-то специально, как бывало на некоторых спортивных мероприятиях. Безусловно, административный ресурс включается на разных мероприятиях, но в этом тоже есть плюс. Последние 5 лет Салаева послушно нажимает кнопки в Госдуме и по сути сама стала почти таким же бюджетником, который делает то, что ей скажут. Правда, за огромную зарплату депутата. В соседнем Канашском округе от Единой России идет Радимир Егоров. Это, честно говоря, нелепый и за пределами Шемышинского района никому неизвестный политик. Как так оказалось, что он стал кандидатом на этих выборах? Все просто. Партия слила этот округ, чтобы здесь победил настоящий теневой король Чувашии, справедливорос Анатолий Аксаков. Сейчас жилье очень здорово подешевело. Я слышу голоса инвесторов о том, что самое время вложиться. Сам Аксаков заседает в Думе с 99 года. Правда, в последнее время политический крестный отец главы Чувашии выглядит достаточно слабо. Не знаю, что с ним происходит. То ли проблемы со здоровьем, то ли с алкоголизмом. Но говорит он и правда странные вещи. То обещает чебоксарам парящий мост круче, чем в Заряде. То скажет, что не пользуется айфоном, а потом палится, что пользуется. То публикует нейро Кенни Веста в преддверии 9 марта. И хоть Аксаков не состоит в Единой России, по ключевым вопросам он всегда голосует вместе с парламентским большинством. Так, как говорят начальство в администрации президента. План Единой России такой: набрать 50% по списку и взять большинство округов. Это сохранит возможность без всяких препятствий проводить через Госдуму любые решения следующие 5 лет. Что в этой ситуации можем сделать мы? В первую очередь, не дать им набрать голоса по спискам. В Чувашии сложилась особая ситуация. У нас здесь союз Единой и Справедливой России. Ни в коем случае не голосуйте за эти партии. В округах ситуация сложнее. Чтобы не дать Салаеву и Аксакову пройти, нужно, чтобы в этих округах кто-то набрал больше голосов, чем они. Я буду следить за этой кампанией, чтобы рассказать вам, кто в этих округах самый сильный кандидат и как меняется ситуация. А поддержать мои рекомендации или нет, решаете только вы. Подпишитесь на Сердитую Чувашию в Телеграме, чтобы не пропустить свежую аналитику по этим выборам. Нас уже больше 120 тысяч. На прошлых выборах 5 лет назад мы смогли добиться худшего результата Единой России в истории республики. Сегодня эта партия не только жуликов и воров, но и войны, людоедских законов и полного беспредела. Если вам не нравится то, что происходит, лучший законный способ это показать — не оставаться в стороне от этих выборов. Голосовать, наблюдать, рассказывайте компании другим и не позволяйте решать все без вашего участия. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы оставаться на связи. Увидимся.